Парадный вход украшен разноцветными шарами. Вывеска «Добро пожаловать» встречает гостей в новой просторной большой 9-й школе. Открытие общеобразовательного учреждения в селе Верхние Очелки – общий праздник, поэтому и официальное мероприятие сопровождается концертными номерами и выступлениями юных артистов. В актовом зале помимо самих учащихся, педагоги и родители. Разделить праздник со всеми приехал и глава региона Махмуд Али Калиматов. У нас сегодня еще свой праздник. У нас сегодня день рождения нашей республики. И для нас огромное счастье, что у нас есть своя конституция, свой герб, флаг, что у нас субъект не устав, а у нас конституция. Это является государственностью. Поэтому сегодня 4 июня, 33 года нашей родной, дорогой республики. Дигахулыш, дал я тубахыш, дадага не сболбай, вы мог сани, вы мяш мужолыш. В целом, за 5 лет построено больше 50 детских садов, а школ около 50 школ. И самое главное, для детей это самое главное. Я вас поздравляю, что у вас есть великолепная школа. Возвели объект в рамках национального проекта образования. Строительство школы начали в июле 2022 года, тем самым дав местным жителям надежду, что одна из давних проблем с перегруженностью других 2 школ селения будет решена. Сегодня мы практически на деле убеждаемся, как улучшается социальный облик наших сел и городов. И это, конечно, благодаря нашему руководству. Хотелось от имени педагогического коллектива, от имени учащихся, родителей выразить огромную благодарность главе нашей республики Махмуд Али Макшариповичу Калиматову. Объект, рассчитанный на 420 мест, носит имя известного ингушского поэта Тимбота Бекова, который является одним из основателей ингушской литературы, создателем грамматики родного языка, автором первого терминологического словаря. Он также первым написал поэтическое произведение на ингушском языке. Хотелось бы от всего сердца поблагодарить нашего мецената, нашего односельчанина Бекова Хасана Курейшевича, который сделал нам такой роскошный, бесценный подарок. Это уголок, да? Да, оформление нашей школы. Просторные кабинеты и школьные классы, аудитории для кружков, пищеблок, оборудованный по самым современным стандартам, медкабинет, спортзал и многое другое. Руководитель субъекта сам осмотрел и оценил качество проделанных работ, призвал собравшихся акцентировать внимание на создание максимальных удобств для детей и устранить некоторые недочеты. Открытие школы стало настоящим подарком как для учащихся, так и для родителей. دال صادوت بيبتشحي جاق غيرهم بتشو بيرش بير نانوش بير تخون بير جان أو خردرت خبيرش حي وجياخ جاق الد خير حي وجيان شدين عدم جاق قخم برتخون. Я обучалась сначала в 17-й, потом в 1-й. Я хочу в эту школу перейти. И еще я закончила 4 класс и перехожу 5-й. Я хочу сказать спасибо нашим учителям за то, что они нам помогли с учебой. И хочу тем людям, которые сделали эту школу, тоже сказать спасибо большое. На территории 9-й школы расположились спортивные и игровые зоны, беговая дорожка, уютные площадки, оформленные малыми архитектурными формами, скамейки, освещение. Что касается ресурсоснабжения, то объект полностью автономный. Трансформаторы, да, трансформатор. Из-за ценихилатки генератор бы, новый современный генератор бы, из-за дата сала ток даери, автоматический генератор халулот лучи болдыш. Так ухчи дианы. Очистной сооружение ухчи, дамечки дианы, жиреуловитель дианы, ши полностью емкости, полностью кульчоный болбежолыш. Пожарные условия водяной резервуаре по 200-400 кубов хичудодыш. Праздник открытия нового общеобразовательного учреждения сегодня разделяют все присутствующие.
Особенно символичным такой подарок стал в День Республики. Пусть сбудутся все мечты и ожидания. Тамара Хшигульгова, Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.